В этом году из-за лесных пожаров Якутия обратила на себя взоры целой страны. Помочь с тушением в республику съезжались со всех уголков России. И это несмотря на бушующие катаклизмы и в других регионах. Тем не менее, пострадали все. От удушливого дыма в городах и селах у людей обострились хронические заболевания дыхательной системы. А в населенных пунктах, где пожар дошел до домов и сельскохозяйственных угодий, больше всех пострадали животные. Говорить о том, насколько сильно огонь повлиял на жизнь диких зверей, не приходится. Сгоревшая площадь тайги настолько велика, что исследовать ее всю почти невозможно. Тем не менее, нашлись те люди, которые готовы были оказать помощь жителям леса. Поисково-спасательный отряд России был собран практически стихийно. На клич в соцсети Сергея Холомеева отозвались 6 профессионалов – ветеринары, биологи, спасатель и даже один адвокат. Просто по какому-то невероятному щелчку мы все объединились и решили ехать сюда. У меня, например, ребята занимаются кто-то медведями в группе, то есть непосредственно специалисты. Стас у нас вообще специалист, вообще очень широкого профиля, хирург. А я, например, занимаюсь сам лосями. Вот. И поэтому здесь объединяющая составляющая сама, она в каждом была. То есть здесь нет посторонних людей. Здесь именно люди, которые сопричастны к этому всему. В республику отряд прибыл 3 недели назад. Тут же нашлись те, кто обвинил ребят в том, что уже слишком поздно. Однако приехать сюда раньше специалисты не смогли по многим причинам. Первое и самое важное – дорогая и сложная транспортировка груза с гуманитарной помощью. У нас была серьезная проблема с транспортом. Нам обещали, что мы полетим на борту МЧС Ил-76, потому что большая тяжелая техника с нами должна была ехать, очень много груза. В какой-то момент они отказали, потом логисты отказали, военные отказали, биологи отказали, экологи отказали. И мы в итоге просто купили билеты на самолет. Мы нашли транспортную компанию, которая нам предоставила также безвозмездно какие-то объемы в дозаполнении на своих грузовиках сюда. Поэтому сказали, то, что приедет, хорошо, останется еще довезем. В итоге сюда отряд прибыл частями. Первая группа сразу же отправилась в горный район, в село Бяскёль. Найти диких животных там не удалось, зато помощь понадобилась местным жителям, чей скот пострадал от недавнего пожара. Многие стада, испугавшись огня, попросту убежали. Отряд не остался в стороне, ребята не устают повторять. Для них нет разницы, кому помогать. Главное, чтобы животные были здоровы. Стада поубегали, очень много обожженных копыт, очень много обожженных вымя, конечностей, брюшная стенка. Для нас абсолютно не имеет значения, кого лечить, и мы уже поняли, что мы сейчас будем, помогая этим животным, имеется в виду продуктивным, естественно, мы будем помогать самим фермерам, самим людям. Этим мы занимались практически целую неделю. Что особенно отмечают члены отряда, так это нехватку молодых специалистов в районах, где, казалось бы, и сосредоточена вся сельскохозяйственная деятельность региона. Но те, кто все же трудится на местах, вызывают уважение и восхищение, рассказывает Анна. В горном районе она познакомилась с местным ветеринаром, которая в свои 60 с небольшим дала фору в тайге молодым ребятам. Второго врача Анна не застала. Та на тракторе уехала спасать застрявшую в болоте лошадь. Сама девушка, ветеринар из Перми, в Якутию прибыла со второй группой вместе с Анастасией Козич, президентом Фонда защиты дикой природы, и Елисеем Дудковским, адвокатом по вопросам ответственного обращения с животными. Главной их целью был поиск и спасение неизвестного хромого медвежонка из Тынды. История длительная уже была, там изначально была мама с несколькими медвежатами, потом погиб медвежонок, погибла мама, и этот медведь остался травмирован. Поэтому, как появилась информация, мы буквально с Анастасией, наверное, часа за 4 собрались и вылетели в Москву, из Москвы уже, соответственно, в Якутск. В итоге мы Мишку не нашли. Проблема в чем была? Проблема во времени и в расстояниях. То есть мы физически быстрее доехать не могли. Буквально нам не хватило 2 дней, те 2 дня, когда его не видели уже живых. Последний раз его видели живым, лежащим на обочине в канаве. Вот. И, конечно, когда мы ехали, мы уже понимали, что шанс найти его живым очень небольшой.
История эта закономерна. Новости о том, что медведи выходят на трассу, чтобы прокормиться, ежегодно то и дело облетают местные соцсети. Пользователи делятся на два лагеря – кормить можно и кормить нельзя. Специалисты же утверждают – накормил – убил. В районе, где в этом году мама с медвежатами вышли на трассу, не было сильных пожаров. Соответственно, кормовая база у медведей была. Другое дело, что, возможно, саму медведицу к добыче еды на трассе приучила еще ее мама. А животное должно питаться в естественной среде. Конечно, ему проще добыть пищу. Зачем искать что-то в лесу, если человек это дает? Медвежонок, которого мама перевела покормить, он после этого вырастет взрослого медведя, даст свое потомство, и еще и со своим потомством будет также выходить на трассы, потому что это его уже привычка, его так научили. Еще один аспект. Начинают кормить теми продуктами, которые очень вредят организму. То есть вот мы снимали, например, того медвежонка, который был хромой, его кормили сгущенкой и тому подобным. Вот. В естественной природе, где медведь найдет сгущенку. И это касается на самом деле всех практически животных, которых спасают люди. Мы очень часто видим хищных птиц, которых приносят там с хлебушками, сосисками. И когда мы говорим, вы где-то летающую сосиску видите в лесу, люди задумываться начинают. Еще одна причина, по которой животных не удалось вовремя спасти – отсутствие не только в республике, но и в России питомников для медведей. Достаточно было вовремя отреагировать ведомственным организациям. И уже сейчас бы семья была в полной безопасности с человеком, к которому они так привыкли. В планах открыть в Перми первый в России приют для взрослых бурых медведей с пожизненным содержанием. И если по России есть по всем животным какие-то определенные центры, которые занимаются именно этими животными, например, по тиграм, там, по львам и так далее, по взрослым медведям, которых невозможно выпустить в дикую природу, нет ни одного центра в России. Вот. Медведь все-таки символ страны, да, и хочется так, чтобы этих медведей тоже был шанс достойно прожить, а не в клеточке 2 на 3 метра с плохими условиями скормления и содержания. Но это о неудачах экспедиции. На самом деле визит отряда в Якутию можно назвать весьма успешным и продуктивным. За время пребывания в республике добровольцам удалось спасти несколько диких птиц, собак, лошадей и коров, подсчитать популяцию бизонов в питомнике горного района и даже немного принять участие в тушении лесных пожаров. У нас был случай, когда мы попали на точку возгорания, пока ходили по лесу и занимались поиском стада. Вот, и тогда нам пришлось, например, самим эту точку тушить своими средствами. А после этого уже туда направились МЧС. Сергей, к слову, изначально и хотел приехать в Якутию именно для тушения лесных пожаров, но опоздал, набор закрыли. Так отряд пополнился спасателем. Есть у группы и адвокат Елисей Дудковский, ярый защитник прав животных. Хотя, по правде говоря, признается Елисей, никакими правами животные в стране не располагают, а его главная задача – это их создание. К сожалению, наше действующее законодательство, да, нормативная база, с которой я работаю, очень она ограниченно защищает животное. У нас пока животное с точки зрения Гражданского кодекса – это имущество. И вот только ФЗ-498 как-то обозначила принцип гуманного обращения, да, которое должно соблюдаться. А так, конечно, законодательство надо развивать, дополнять, практику совершенствовать, потому что животные у нас слабо защищены. И моя задача сделать так, чтобы они были защищены в полном объеме. А пока нет механизмов защиты животных, отряд справляется гуманитарной помощью. Так, перед отъездом им удалось снова посетить горный район и передать местным специалистам медикаменты, оборудование и прочее необходимое для лечения животных. Помощь ребята оказали и якутскому пункту передержки. Самому же отряду активно оказывала поддержку дирекция биологических ресурсов Министерства природы республики. Очень хорошие профессионалы, особенно вот ветеринарные врачи, ну, волонтеры тоже, спасатели, подготовленные. Ну, обычно мы ожидаем вот, с больших городов, ну, не таких подготовленных людей, но, ну, вообще... Подготовленных в смысле к полевым работам. Угу. И получается, вот наше министерство, ну, вообще вот, дирекция биологических ресурсов всегда приветствуем общественников, вот, специалистов, которые именно стремятся вот, помочь, да, дикой природе,
животным, растениям. Всегда пытаемся помочь по меру своих сил. И вот в этом случае тоже мы постарались выделить технику, специалистов для сопровождения, чтобы они вот, ну, посмотрели своими глазами реальную картину вот именно после пожаров, какая у нас. С большой теплотой рассказывают ребята и об отзывчивости жителей сел, в которых побывал отряд. Мы вообще от вашего гостеприимства, у нас такие положительные эмоции. Местные старались, помогали как только могли, расселяли нас. Практически любой наш каприз выполняли. Хотим 2 подушки, значит будет 3 подушки. Поэтому очень хорошо. Возможно, именно это и повлияло на будущие планы группы. Якутия для отряда стала площадкой развития организации. Добровольцы уже договорились о плотном сотрудничестве с республикой по нескольким проектам, делится Сергей. Правда, раскрывать все карты руководитель поисково-спасательным отрядом России пока не хочет. Молодец.